Можно ли носить Элечек в повседневной жизни? Как к этому отнесутся прохожие? Удобен ли головной убор? Тепло ли в нем? На эти и другие вопросы могут ответить организаторы мероприятия «Неделя Элечека». Руководитель студии «Оймок Арт» Айджана Кылбекова знает о национальном головном уборе для женщин все. Впервые мы организовали неделю Элечека 3 года назад. Наш проект сразу нашел поддержку. Тогда участие приняли 26 женщин. В этом году было очень много желающих принять участие. Неделя Элечека не ограничилась только Бишкеком, но и распространилась на города Ош и Токмок. Среди желающих даже есть студенты, молодые люди. Они хотят внести свой вклад в развитие наших традиций. Организаторы подарили 36 участницам проекта по Элечеку. Средняя стоимость – 4000 сомов. Главное условие – не носите данный головной убор с брюками. Женщины из разных отраслей и сфер деятельности. Есть среди них врачи, психологи, журналисты, учителя, общественные деятели и просто домохозяйки. Он многофункционален. То есть и в холод он согревает, и в жару в нем очень даже прохладно. Для чего его используют? То есть это порядком около 10-15 метров ткани. То есть его использовали в разных целях. Если женщина в пути рожала, то его использовали как пеленки для детей. Наше общество очень скучает по образу, который был присущ кыргызским женщинам, по их скромности, статности. Мы сожалеем о том, что не сумели сохранить данный прекрасный образ женщины. Надо популяризировать Элечек. Сейчас, когда в стране происходят разные события, мы нуждаемся в таких проектах. Мы должны призывать народ к единству и патриотизму. Многие заверили, что не ограничится одной неделей, а намерены и дальше носить Элечек. Он стал музой и вдохновением. В красивых нарядах участницы проекта прошлись по проспекту Чуя от проспекта Манаса до главной площади. Элиза Балбакова, Гульчаро Казымкулов, Нью ТВ.